Количество обращений к волонтерам от жителей республики старше 65 лет увеличилось в несколько раз. Речь идет о тех, кто оказался на обязательной самоизоляции. Доставка продуктов, лекарств, оплата коммунальных услуг, поход к врачу. Волонтеры готовы прийти на помощь по разным вопросам. Материал Эмиля Басареева. Мы выбираем картошку, чтобы, во-первых, она была хорошая, это точно, и чтобы не переплачивали за упаковку, то есть, в принципе, дешевле, когда ты покупаешь картошку на развес. Подход к выполнению заявки самый тщательный. Волонтеры выбирают только лучшие корнеплоды и так, чтобы цена была приемлемой. Эльзе и ее коллегам нужно набрать 5 килограммов лука, столько же моркови и еще 15 килограммов картофеля. Такой заказ сделала 80-летняя женщина, которая не может самостоятельно дойти до магазина. Но волонтеры готовы принести даже четверть центнера продуктов и доставить прямо до порога. Городской волонтерский штаб, я вам уже звонила несколько раз. Доставили продукты? А так тихонечко я ходила вообще-то, у меня инсульт был. Но у меня, честно, что-то нога болит, прям распухла. И я поэтому не могу, поэтому я обратилась. Ребята выполняют заявку отлично. А вот Дамира Рамазанова обратилась к волонтерам впервые. Говорит, увидела по телевизору номер и попросила помочь оплатить телекоммуникационные услуги. Дистанционно это сделать нет возможности. Организация находится очень далеко. И нужно будет дойти пешком, потому что автобусы тоже, к сожалению, до туда не ездят. Прямого рейса нет, нужно будет либо с пересадками и в любом случае идти. Далее мы возвращаемся обратно с квитанцией, передаем квитанцию, сдачу, и уже заявка считается завершенной. Волонтеры готовы помочь не только пожилым, но и людям с хроническими заболеваниями и маломобильным гражданам. Сейчас выездная группа отрабатывает не менее 8 заявок в день. При этом они постоянно созваниваются с заявителями, чтобы уточнить необходимый набор продуктов и лекарств и сориентировать по ценам. Сама доставка бесплатная. Телефон волонтеров Уфы вы видите сейчас на своих экранах. Насколько много заявок в день теперь стало? Каждый день заявок становится больше. Волонтерский штаб мы возобновили на той неделе в пятницу, то есть практически нет недели, и каждый день утром мы начинаем с того, что мы начинаем обрабатывать заявки. И на территории Уфы 80 зарегистрированных волонтеров, в том числе автоволонтеров, которые на своих машинах, как раз сопровождают заявителей на вакцинацию. Активисты могут также помочь отвезти желающих на вакцинацию от COVID-19. Часть заявок поступает через волонтерский штаб «Наша забота» регионального отделения «Единой России». Здесь также идет работа помощи пожилым и имеющим хронические заболевания людям. Сейчас доставку продуктов и лекарств в республике готовы оказать порядка 4000 волонтеров. Также доставка людей на вакцинацию непосредственно в поликлинику или медицинское учреждение. И доставку продуктовых наборов для граждан, которые сейчас болеют ковидом и находятся в сложной жизненной ситуации. Для этого необходимо позвонить по нашему телефону, который указан. График работы нашего колл-центра с 9 до 6 каждый день, кроме субботы и воскресенья. Согласно указу главы республики, все невакцинированные жители старше 65 лет, а также люди с хроническими заболеваниями должны соблюдать самоизоляцию. Но они могут сходить, например, в магазин, на прием к врачу или съездить на дачу с 11 утра до часу дня. Эмиль Басареев, Азамат Мухаммедшин, Азат Узбеков и Иван Шабрин. Новости Уфа.